цепочкой из куска ткани рождается изделие. Несмотря на белые нити, ее дело ими точно не шито. Олеся Федорова из Аургазинского района любит рукоделие с самого детства. Много лет мастерила одежду для себя и знакомых, но работала по найму. И лишь 1,5 года назад ее хобби стало бизнесом. Муж сказал: давай, говорит, ты же всегда любила шить, иди уже в мир, арендуй помещение и работай тем, что тебе нравится. И, в общем, я занимаюсь своим любимым делом. Спустя почти год деятельности местный бизнес-шериф порекомендовал предпринимательнице участвовать в конкурсе на адресное субсидирование по социальному контракту. Вместе подготовили документы, и на предпринимательском часе ее проект о расширении деятельности одобрили. Вот так все хорошо получилось. Мы за 3 дня написали бизнес-план, собрали все справки, все так легко получилось, дали в МФЦ. И уже в конце октября у меня были деньги. Я получила денежную сумму 350 тысяч. Тут же сразу, я уже все знала, где что купить. Первое время для пошива одежды Олеся использовала бытовую швейную машинку и маленький оверлок. Спустя почти год, благодаря грантовой поддержке, в ателье появились 3 новых швейных машинки и парогенератор. Теперь здесь можно и скроить, и сшить, и нанести рисунок на любое изделие. Теперь мастерица расширила линейку заказов. На ее изделиях красуются рисунки, мотивы и узоры. А очередь из желающих воспользоваться ее услугами расписана на месяц вперед. Так, благодаря помощи субсидии от государства я закупила все нужное мне оборудование и могу заниматься своим любимым делом. И сейчас меня все это устраивает и все это нравится. Исполнить свою мечту смог еще один житель Аургазинского района. Он приобрел дорогостоящий станок с числовым программным управлением, чтобы создавать сувениры из дерева. Выбирал многофункциональный и большой, чтобы была возможность изготавливать крупногабаритные изделия. Тогда же и появилась мастерская «Талагач». Вот я загружаю модель, и мы пишем программу. Пишется программа, естественно, черновая обработка, чистовая обработка. А если ты изготавливаешь стол, к примеру, надо написать где-то около 8 программ. Станку подвластен рисунок любой сложности, ведь все действия запрограммированы. Ильшат Зинуров по образованию программист станков ЧПУ, поэтому и совладать с этим металлическим зверем ему несложно. Загружаем программу на флешку, вставляем в контроллер, устанавливаем фрезы, какие необходимы, запускаем программу, и станок вот таким образом работает, изготавливает изделие. Пока станок стоит в гараже, но это временно. В планах построить полноценную мастерскую. Родные идею главы семейства поддерживают, ведь мечты должны сбываться. У нас дети выросли, школьные уроки уже позади, и я думаю, самое время заниматься ему любимым делом. Тем более, если еще оно будет приносить доход. И в этом ему снова помог бизнес-шериф. Подобрали программу, помогли с документами. На данный момент я подал заявку на возмещение приобретенного оборудования. И ждем результата. В 2019 году Башкортостан стал первым регионом в России, где по инициативе главы республики была создана уникальная муниципальная практика – Институт бизнес-шерифов. Они выполняют функции экспертов, которые помогают предпринимателям на местах, начиная с открытия бизнеса до выхода на производственную мощность. За 2023 год у нас более 25 человек, 27 субъектов получили поддержку как на нашем уровне муниципальном, так и по программе республики. Например, 2 молодых предпринимателя до 25 лет по 500 тысяч получили по нашей программе. 4 субъекта получили в общей сложности 1 600 000. 19 человек только начали свою деятельность и получили адресную социальную помощь. Всего с 2019 года проведено более 13 тысяч предпринимательских часов, на которых рассмотрено свыше 20 тысяч проектов и вопросов с общей суммой инвестиций около 989 миллиардов рублей. С того же года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в России был создан единый центр оказания услуг «Мой бизнес». Это комплексная поддержка предпринимательства в формате единого окна. Здесь можно получить консультации, подать заявку на меры господдержки, пройти обучение и принять участие в деловых мероприятиях. Порядка 1000 желающих, которые планировали участвовать в конкурсе на получение этих грантов, прошли обучение через центр «Мой бизнес». 600 из них примерно успешно завершили обучение и претендовали уже на конкурс на получение грантов. И порядка 209 миллионов рублей этой грантовой поддержки
желающие получили уже на развитие своих бизнеса. На сегодняшний день работа офисов центра организована в 13 муниципалитетах республики, в том числе в Уфе, Белебее, Белорецке, Нефтекамске и еще 5 городах и 4 районах Башкортостана. Благодаря нашей работе наши клиенты получили уже более $1 миллиарда рублей. Центр проводит бесплатные стратегические сессии и для начинающих предпринимателей и студентов. Приглашенные спикеры проводят мастер-классы по оценке перспективности их идей, деловые игры для погружения в мир предпринимательства и питч-сессии, чтобы будущие бизнесмены могли презентовать свой проект и получить рекомендации по мерам господдержки. К слову, в 2023 году в Уфе прошли 5 таких встреч, где приняли участие более 200 человек. Также около 100 юных бизнесменов получили господдержку на развитие своего дела в размере 500 тысяч рублей. Это очень хорошо, то, что на сегодняшний день поддерживают молодых именно предпринимателей, так как у молодых именно предпринимателей очень много различных интересных идей, которые надо реализовывать. Потому что именно на этом этапе меньше страхов у молодых именно людей. И благодаря дополнительным средствам поддержки от государства они могут реализовывать свои желания, идеи, и они очень даже хорошие, достойные. Информацию можно получить и на сайте investorb.ru. Здесь собраны меры поддержки предпринимателей, действующие на территории Республики Башкортостан. Сайт позволяет выбрать подходящий вариант, изучить условия и требования, а также направить заявку. Консультации о программах господдержки малого и среднего предпринимательства проводят и в центрах занятости. Действуют 2 программы, одна из которых это адресная социальная помощь на основе социального контракта, и вторая непосредственно наша, это единовременная финансовая помощь на начало осуществления предпринимательской деятельности. По программе адресной социальной помощи в республике было выделено порядка 380 миллионов рублей, и около 1100 человек воспользовались данной формой поддержки. В этом году мы планируем увеличить это число. Безработные могут получить единовременную финансовую помощь в размере 165 тысяч рублей. На эти цели в 2024 году выделили более 19 миллионов. Уже в этом году при финансовой поддержке программы содействия начала осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан 93 жителя Башкортостана запустили собственный бизнес. Создать востребованный и успешный бизнес можно и коллективно. Есть хороший пример. Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Дубрава», созданный в 2019 году, один из самых крупнейших и динамично развивающихся в Республике Башкортостан. Представители кооператива признают, что большую роль в их становлении сыграла государственная поддержка. Неоднократно получали грант поддержки Министерства сельского хозяйства. На этот грант мы приобрели шоковое оборудование для заморозки, для быстрой заморозки нашей продукции. Приобреталось также холодильные камеры разной температурного режима, минусовая камера, длительного хранения камера и среднетемпературная камера. В 2021 году кооператив стал обладателем гранта в размере более 10 миллионов рублей, благодаря которому приобрели необходимое оборудование и открыли цех по производству полуфабрикатов. На сегодня кооператив «Дубрава» круглогодично обеспечивает дошкольные и школьные учреждения Гафурийского района мясными и овощными полуфабрикатами собственного производства. Работа полностью коллективная, поэтому в состав кооператива входит более 100 пайщиков, среди которых и гафурийский. Это охладитель молока, приемщик молока на 3 тонны. Заходит сюда молоко, после этого мы его перекачиваем в сыроварне. Это еще совсем молодое производство. Свою работу сыроварня начала в декабре 2023 года. Все оборудование, находящееся в цеху, приобретено на грант, который кооператив получил от государства. Сейчас на производстве изготавливают 16 видов сыров. Ежемесячно около 250 килограмм. В планах к концу года добавить в производство еще 42 вида и варить сгущенное молоко. У нас есть гафурийский, это у нас были технологи, они нам подарили этот рецепт. То есть это вот и назвали мы сами гафурийский, потому что это подарок. Также у нас есть российский сыр, пармезан, гауда представлен у нас. Еще есть дерби. У нас дерби с разными начинками. Он есть с вином, со шпинатом. К слову, кооперативы на этом останавливаться не собираются и уже разработали новый совместный проект. Направление агротуризм. Планируют и здесь воспользоваться поддержкой государства. Хотим сделать цех, где могли бы люди сами своими руками пробовать делать изделия. Тут же мы им готовили, и чтобы они сами дегустировали, чтобы сам процесс, как это делается, как это все производится. Я думаю, что это будет людям интересно. По итогам 2023 года Республика Башкортостан возглавила рейтинги целого ряда сертификатов
серьезных туристических конкурсов страны и получила звание «Регион туристического сувенира и событийного туризма». Победила всероссийской туристской премии «Маршрут года». К тому же успешная реализация социальных проектов «Башкирское долголетие» и «Школьный туризм» тоже поспособствовали развитию этого направления. В ближайших перспективах реализация программ для студентов и людей с ограниченными возможностями здоровья. И здесь есть где развернуться предпринимателям. Такую лестницу тоже из бревен, получается. Из бревен. Потом, получается, у нас вот столешница будет вот здесь. Дома из дерева в живописном месте. Здесь много света и спокойная гармоничная атмосфера. Глэмпинг в диком стиле Вильдан Каримов построил на свои деньги. А вот на оборудование получил субсидию. Закупил катамараны, бассейн и детские аттракционы. На территории будут организованы и большой банный комплекс с чанами, беседка с летней кухней и детская площадка. Принимать гостей планирует круглогодично. Здесь вот где мы сейчас стоим, у нас будет здесь большая беседка с кухней. Получается, есть у нас, получается, зимний вариант, вот сзади меня. Получается, вот это здание мы сможем и зимой принимать гостей, и также будет летний вариант. Еще одна востребованная сфера – производство станков ЧПУ. Сейчас как никогда нужны предприятия, которые закроют востребованную нишу. И в Башкортостане такое есть. Дмитрий Зырянов – предприниматель с богатым опытом. Его делу уже 11 лет. Он создал предприятие по изготовлению токарных продольных автоматов с числовым программным управлением, которые могут массово производить мелкую продукцию. Уникальность в том, что это автомат сам по определению. То есть не просто токарный станок, а именно токарный автомат. На сегодняшний день, насколько мне известно, в России нету таких производств. Ну, насколько мне известно, потому что найти пока не можем мы их. Автоматы ЧПУ закрывают потребность предприятий России и не позволяют финансам утекать за пределы страны. Но и этого недостаточно. На сегодняшний день спрос выше объема производства оборудования. Очередь на приобретение станков достигает около 1,5 лет. Когда можно здесь все это здесь оставлять и рабочие места создавать, и это же, да и дешевле просто. Так, на инвестчасти с главой республики Радием Хабировым приняли решение помочь уникальному производству и по программе поддержки предоставить землю в 3 гектара под строительство завода. Возведение предприятия на выделенной территории займет как минимум 4 года. Там будут производиться те же автоматы ЧПУ, но в больших масштабах, что позволит расширить горизонты почти в 3 раза. Ему предоставлен земельный участок для того, чтобы он мог построить производственную базу, поскольку его объем производимой продукции недостаточно, то есть спрос превышает его предложение. И для того, чтобы он мог развиваться в дальнейшем, ему нужна новая производственная база. С 2019 года по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» общая сумма инвестиций составила более 4,5 миллиардов рублей. А по количеству бизнесменов республика находится на 2-м месте в Приволжском федеральном округе и 10-м месте в России. Сегодня в Башкортостане работают 136 тысяч предпринимателей, создавая новые рабочие места и закрывая востребованные ниши.